позволяет понять, что это, в принципе, ну, люди, которые приближенные всегда были, да, там, Тыфук, вокруг этих людей. 14 год. Джемилев был приглашен в Москву президентом спросить, что надо крымско-татарскому народу. Это по поводу того, что как принимались решения в Хурултай-Меджлисе. И спросили, что надо, мы дадим. Да, не надо народ втягивать и быть чьей-то разменной монетой в чьих-то руках. Джемилев попросил пообщаться с Яценюком. И что, допустим, этот человек, что прилетел, собрал джимат на площади и сказал: джимат, вот смотрите, давайте здесь все сейчас примем решение. Мы туда идем, либо сюда идем. Моя вот нам такая. предложили вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Как вы думаете? Этого ж не было сделано. Он что делает? Он садится в самолетик, летит в Брюссель, и первое, что он сказал: кто-то там где-то фашист, войдите в войска. Я тебе говорю, что никакого никогда коллегиального органа у крымских татар не было. Ситуация еще Решение принималось одним человеком, еще раньше ситуация. а другие просто поддакивали. Помнить. На Курултай, самом деле это мало кому принял известно. решение. Больше я скажу. Сотрудничать. Опять же пройдусь по своей семье. Мой отец был делегирован в Хурултай-Меджлис от Новоалексеевки, от херсонских крымских татар. Народ его избрал, делегировал. Они прекратили полномочия. А его полномочия прекратили, оказывается, он поддерживал Россию и был в партии региона. Это не наши крымские татары. Это как? Давайте мы еще другие моменты вспомним. Не сильно это освещалось, но у Чубарова была встреча с Сурковым еще до всех событий, даже до известных событий 26 февраля. И еще за 2 недели до этого он говорил, что будет происходить определенные изменения. То есть, да, он собирает там узкий круг, президиум, то есть он эти вещи все озвучил. То есть он, в принципе, и он, и Джемилев, они все знали, что будет происходить и каким образом. На тот момент, ну, такие исторические события не так часто происходят, но надо стоило просто задуматься, проанализировать, сделать какие-то выводы. Да, опять-таки, не каждый, допустим, знает, но последние судорожные попытки перед заседанием Меджлиса в Генический были поехать вместе с Ленуром Ислямовым, он полетел в Казань подписывать там некие соглашения, о которых речь там шла с Минихановым гораздо раньше, пытаясь что-то уже выторговать. Но тогда уже ситуация была переломлена, и, в принципе, все органы национального самоуправления были потеряны. Ну, самая важная для нас, для всех задача, вот не давать поводов сегодня им, внутри у нас, на родине, да, показывать, что мы дружны, что мы двигаемся все одним единым мнением, это жить на своей родине, развиваться. Понимаете, не быть где-то там на задворках чьей-то территории, а вот мы здесь у себя на родине, у нас все хорошо, ребята, да, не все сладко, никто не говорит, просто так ничего не бывает, да, допустим. Но если мы сами им не будем давать повода и будем выступать одним единым кулаком, никогда эти люди, никогда, еще раз скажу, раскол в крымско-татарский народ не внесут. Да, Они сейчас... знаете, Я вот вспомнил случай, когда Не, брат, мнение не шатает, ты же сам понимаешь. в 2014 году приезжал Рустам Минниханов, он президент Татарстана, он раза 3-4, по-моему, был, очень часто приезжал. И помню случай, когда мы поехали в Государственный совет. Ну, кортежем поехали туда, значит, и выходим, и он идет вперед. Рифат говорит: я туда не пойду, там автоматчики стоят. Ну, как бы вопрос, он говорит: я тебе гарантирую. Миниханов. Да, пойдем вместе со мной, мы там будем разговаривать. Но не здесь же, говорит, это все. Так и не пошел. Мы заехали во внутренний двор Государственного То есть он совета, так и с не вышел из машиной машины, не зашел, стоят автомат. Ну, извини, ты позиционируешься как лидер народа, да? Ты должен человек быть, который, ну, в авангарде, впереди должен быть. А так, я туда не пойду, я сюда не пойду. Ну, А здесь и бронежилетик одену, здесь, да, подставлю Знаете, вот молодых ребят. что самое интересное, вот это вот их не там спектакль в Киеве, который они, я вот лично для себя отметил, что не было никакого ажиотажа ни в соцсетях, ни в средствах массовой информации. Вот на самом деле Даже украинских крымско-татарскому народу стало глубоко уже наплевать на этих засранцев. Народ живет, мечети строятся, дороги ремонтируются, газопровод проводится, жизнь идет своим чередом. Был очень хороший курортный сезон, а большинство нашего народа зарабатывает деньги на пропитание, на достройку своих домов на курортном сезоне. Люди, вы поедете по Южному берегу, проедете. Стройка опять Важный ожила. вопрос. В это Крымские время татары снова начали был строить. важный вопрос в это время, когда шел Хурултай. На самом деле в Фейсбуке смотрел, один из таких споров был. Это в микрорайоне маршала Жукова строится футбольное поле. Спор был по поводу того, каким образом его ограждать. С депутатом общались местным. То есть спор был немножко о другом. То есть люди интересуют,
вот вы построили футбольное поле, давайте чем-то оградим, чтобы мячик не улетал. То есть на сегодняшний день Да не существует было. людей, Не было. существует людей, допустим, более насущные. Ребят, ну что резервные они вопросы. вообще народу дают? Вот смотрите, вот у них был, допустим, возможность 5 лет себя проявить, опять же, я повторяю, за этот генический район Херсонской области, для крымских татар. Много Знаете, что картинку- было сказано. Мы мечети будем строить, мы школы будем строить, там чуть ли не какие-то поселки будут вырастать. Вот они мечетью пользуются, которую мы построили. Тут нужно Понимаете? смотреть еще в целом. Ходят в крымско-татарский дом, который вообще ни к этому не имеет никакого отношения. Поймите, и та ситуация, которую они пытаются навешать на сегодняшний день на крымских татар там же, туда кто только не приезжает, какие-то пакистанцы, какие-то арабы. Вот это они пытаются наш народ, который сейчас- весь сброд, они пытаются наш народ в этом всем замешать, понимаете? В какой-то замес запустить. Всё-таки так, давайте. Надо понять, что вот это то, что ты сказал, Рустем, попытка обустроить Херсон, это депортация крымских татар Добровольно. руками самих же крымских татар. Понимаете? Вопрос в чем стоит. Конечно, Да. в 67 году Нет, там же не люди, специально конечно, поселялись, потому что в Крыму не Хотели, прописывали. чтобы ближе к Крыму